Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. С чем он придет к вам на порог? Если тема вам интересна, посмотрите, пожалуйста, на песочек и загадайте на своего любимого, либо на того, кто вам интересен. Представьте этого человека, назовите его по имени и задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, с чем придешь на мой порог? Надеюсь, вы настроились. Я убираю назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, пусть высшие силы водят моими руками, откроют нам то, что скрыто. С чем он придет? Я не хочу вас, девочки, расстраивать, но он придет со своими проблемами. Крайне эмоциональная личность, очень сложно ему даются переживания, какие-то сложности, трудности. Может быть, вашему мужчине, там, я не знаю, серьезное количество лет, да, но он в душе ребенок, наивный, даже, может быть, в каких-то местах боязливый, да, трусливый даже немножечко. Человек, которому очень сложно без поддержки, без веры в него, без каких-то хороших, добрых, успокаивающих и ласковых слов. Этот человек придет с какой-то своей проблемой. Либо он придет под проблемой. Ему нужно и важно идти к вам, чтобы получить вашу хорошую, теплую, вкусную энергетику, чтобы вы его так в ручки взяли, да, и успокоили. Успокоили, внушили ему, что все хорошо, что он классный, что он смелый, что ему все по плечу, что у него все получится, что вы в него верите. И знаете, как к бою его подготовили, да, там доспехи ему начистили, и все, он дальше поскакал там воевать, грубо говоря. Ну, условно говорю, но тем не менее, вы меня поняли. Вот он придет именно такой. Придет немножечко помятый, побитый, растрепанный, эмоционально побитый. Да? У кого-то, кстати, может отыграться, что и где-то и побитый может прийти к кому-то мужчина. Значит, девочки, у вас прям ну, материнское, да, ваше вот это вот чувство, оно отзовется, да, на его вот эту призыв о помощи, что он идет прям с протянутой ручкой, говорит: ой, помоги мне, помоги. А у кого-то, кстати, может отыграться, что мужчина будет просить денежку. Да, так тоже может отыграться. Конечно, у единиц, и слава богу, что у единиц, но тем не менее, девочки, может идти даже за вашими ресурсами. С проблемой идет, с большой своей какой-то проблемой. По большей части эта проблема, она высосана из пальца. Она им же и надумана, и придумана. Честно скажу, вот этот мужчина в том состоянии, да, в котором он находится в моменте, это не герой. Абсолютно не герой. Этому человеку еще нужно расти и развиваться. Я вижу, что когда-то в будущем наступит такое время, когда вы из мальчика вырастите настоящего мужа, да, вырастите мужа, такого зрелого мужчину, который будет, если приходить, да, там, откуда он приходит с работы, с командировки возвращается, да, просто там с магазина, он будет всегда приходить с подарком для вас, да, для своей любимой женщины, для своей музы, да, для той, кто его каждый раз восстанавливает, да, которая наполняет его жизненной энергетикой. Но это случится гораздо позже. На это уйдут месяцы, либо даже годы, мои дорогие. Поэтому я вас сразу предупреждаю. Я вижу это вверху, но мы сейчас в моменте, да, мы сейчас вот здесь находимся, а это ваше будущее. Значит, смотрите, с чем он еще придет? Он придет за любовью, он придет за нежностью, он придет
не вам принесет, а скорее у вас что-то возьмет, либо попросит, либо вашей энергетикой наполнится. А вы, кстати, ну, вы это знаете, вы это понимаете, вы делитесь с ним тем, что у вас есть. Будь то энергетика, будь то ресурсность какая-то, будь то какие-то возможности. Вы его поддерживаете на плаву, вы в него верите, вы ему доверяете. Это очень хорошее качество, да, ваше, вот про вас, как про хорошего человека говорят. Мужчина в данном случае, ну, такое, знаете, конечно же, каждый может и ошибаться, тут разницы нет между мужчинами и женщинами, и каждый имеет право на какую-то слабость, но я вас хочу предупредить, не разбалуйте этого мужчину, потому что если вы его разбалуете вот этим своим, извините, за ним горшки носить, да, то вы ему медвежью услугу сделаете, он же потом в жизни никогда не сможет реализоваться. Девочки, я вот именно обращаюсь к вам. Давайте ему мотивацию. Давайте ему периодически, да, вот не стесняйтесь того момента какого-нибудь пендаля, вот прям давайте, да, вот прям накручивайте его на победу. Может быть, вы видели, да, вот люди, которые там, не знаю, там дерутся, да, спортсмены, им там периодически пощечины дают, да, чтобы разозлить, замотивировать этого человека, гнев вот этот вызвать. И вы так должны с этим мужчиной поступать. В данном случае я вижу, что мужчина идет с проблемой. Не с подарками, не с признаниями, там, не с любовью, там, не с раскрытым сердцем и душой, а наоборот. Он идет к вам как попрошайка, да, помоги мне, спаси, полюби, наполни меня, да, покорми меня. То есть с этим он к вам идет. Это, конечно же, жаль, прискорбно. Но здесь я вижу, что все может в корне поменяться. Женщина смелая, сильная и умная мужчину этого вылепит заново, придаст ему форму. Да? Это как ювелир, да, который работает над драгоценным камнем. Ведь драгоценные камни, они же в природе очень невзрачные, такие вот некрасивые, просто какие-то вот, ну, стекляшки, либо такие темные камушки. Ювелир, он обтачивает этот камень, превращает его действительно в дорогой бриллиант, там, изумруд. Вот и вам, как вот такому искусному ювелиру, из этого мужчины нужно сделать бриллиант. Бриллиант всей вашей жизни. Это возможно. И я вижу, что это может у вас получиться. Но не разбалуйте, потому что вы в каких-то вещах слишком уж мягкая, слишком вы уж такая податливая. Если вы его разбалуете, ну кого тогда уже винить? Винить некого будет. Вы и себе перебьете эту возможность на счастье, на то, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина, и ему его взросление, скажем так, мужание тоже немножечко подпортите. Поэтому, девочки, в ближайшее время мужчина идет со своей проблемой. Жаловаться будет, плакаться будет от вас просить утешения, помощи. В будущем я вижу, что ваши отношения, они, ну вот знаете, как будто вы местами можете поменяться. Кто-то даже дойдет до такой высшей степени, когда вы вот, знаете, вот друг друга вот чем-то дополняете, да, он вас, вы его, здесь какой-то вот прям взаимовыручка, взаимопонимание идет. Но этого момента нужно дождаться. Мои милые, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.